На База ТВ время новостей. Здравствуйте. Коротко о главном. Инцидент в зале суда. Очередное заседание по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров было прервано. Владислав Ардзинба и независимость Абхазии. Круглый стол в Абхазском институте гуманитарных исследований к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. Отсутствие мотивации – основная проблема. Государственная молодежная политика. Круглый стол в конференц-зале Национальной библиотеки страны. Начнем с официальной хроники. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил Центральную районную больницу в Гудауте. Главу государства сопровождал руководитель районной администрации Баграт Боджгу. Аслану Бжания доложили об имеющихся на территории медицинского учреждения проблемах, в частности, изношенной канализационной системе, на которую пришлись пиковые нагрузки во время пандемии коронавирусной инфекции. Гудаутская ЦРБ стала главным ковидным госпиталем республики, приняв тысячи заболевших граждан. Система водоотведения была серьезно изношена. На данный момент канализационная сеть не функционирует. Президент назвал Гудаутскую ЦРБ важным стратегическим объектом для района и обещал оказать содействие в решении проблемы до 1 сентября текущего года. Министр обороны Республики Абхазия генерал-полковник Владимир Ануа принимает участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который открылся в подмосковном военном патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот». На церемонии открытия форума выступил президент Владимир Путин. Как сообщает сайт Минобороны, свое участие в форуме подтвердили делегации из более чем 70 стран. Сотни образцов вооружения и боевой техники, представленные на масштабном международном форуме «Армия-2022», обещают быть насыщенным и плодотворным форумом. Его главными целями являются совершенствование национального оборонно-промышленного комплекса, укрепление военно-технического сотрудничества. Мы не первый год, уже несколько лет подряд участвуем. Территория принятия, оно увеличивается. В прошлом году и на Дальнем Востоке, наша группа была. В этом году, мы добрались до Венесуэлы. Я думаю, что чем дальше, тем больше, мы будем, конечно, участвовать. И сегодня до десяток команд, которые, по всей территории России, там, где, могли мы поучаствовать, участвуем. Мы благодарны министру обороны Российской Федерации генералу армии Шойгу. Я об этом в другом телевидении говорил, и мы говорим всегда. Мы определились для себя и давно, и были в этом направлении определены, и в дальнейшем мы всегда с Россией, с российской армией, мы всегда в контакте, братские отношения. Инцидент в зале суда. Очередное заседание по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров было прервано. Один из присутствовавших со стороны потерпевших бросил в камеру подсудимых стеклянный предмет, предположительно бутылку. Никто не пострадал, но заседание отложили. Виновник происшествия задержан. Причиной перепалки между подсудимыми и стороной потерпевших стали комментарии Дату Ахалая Беслана Бганба в адрес прокурора Руслана Теркба. До этого суд заслушал более 10 документов из материалов дела. Подробности в ближайших выпусках у Надежды Боровиковой. Итогам работы органов прокуратуры за первое полугодие 2022 посвящалась коллегия Генпрокуратуры под председательством генерального прокурора Атгура Агрба, сообщается на сайте ведомства. В первом полугодии 2022 органы прокуратуры Ачимчирского и Галского районов проводили плановые и внеплановые проверки соблюдения паспортными отделениями районов закона о гражданстве и иных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок выдачи паспорта гражданина Абхазии и вида на жительство. В паспортном отделении по Ачимчирскому району за период с 2020 по 2021 годы выявлены нарушения в части сроков выдачи паспортов лицам, подавшим заявление на получение паспорта гражданина республики.
За проверяемый период не соблюдены сроки в отношении 92 граждан. В отдельных случаях превышение сроков составило более года, хотя по инструкции МВД о порядке выдачи, замены, учета и хранения паспортов гражданина Республики Абхазия он не может быть больше 2 месяцев с момента подачи соответствующего заявления на получение. По результатам проверки на выявленные нарушения в паспортном отделении Чимчирского района паспортным управлением МВД внесено представление. На сегодняшний день по фактам совершения правонарушений сотрудниками таможенного поста МАП «Адлер» возбуждено 798 дел об административных правонарушениях, что на 12% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В период курортного сезона с ростом транспортного и пассажиропотока наблюдается рост правонарушений, отмечает начальник таможенного поста МАП «Адлер». Основная часть выявленных правонарушений связана с недекларированием по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию, несоблюдением запретов и ограничений, сокрытием товаров от таможенного контроля, так называемые контрабандообразующие составы, нарушением срока временного ввоза транспортных средств. Данные правонарушения составили 88% от общего числа возбужденных дел. Экономика Абхазии обладает колоссальным потенциалом и может позволить себе меньше зависеть от России. Об этом заявил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач в эксклюзивном интервью агентству «Спутник Абхазии». Он рассказал о новых подходах в инвестпрограмме на 2023-2025 годы, развитии энергетики Абхазии и гармонизации законодательств двух стран. Он также отметил, что Москва продолжит содействовать обновлению и развитию энергетической инфраструктуры республики, а новая инвестпрограмма поддержит абхазский бизнес. Эксклюзивное интервью Дмитрия Вольвача «Спутник Абхазия» смотрите в нашем эфире. В Абхазском институте гуманитарных исследований состоялся круглый стол, приуроченный к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии. Тема круглого стола – Владислав Ардзинба и независимость Абхазии. Присутствовавшие почтили память погибших минутой молчания. С докладами выступили ученые, ветераны войны, общественные и политические деятели. Апсуа институт ацарауаа инарагӡоз акыр зеирацәаны аҳәынҭқарраҿы аус зуаз ирзымҳәоз аԥсуа ҵарауаа рҿала ирҳәоз ишьақәдырӷәӷәоз акыр заҟан имшеимырҳа. Владислав Арзынба аԥсуа институт данахагыла нахыс уи иқәгыларақәа ицәажәарақәа акыр заҵанакуан. Усҟан Қырҭтәылатәи аҭҵаарадыррақәа ракадемиа иалахәын. Иԥхьеит аҵарауаа Қарҭ аҭҵаарадыррақәа ракадемиаҿы абра ҳаизҟазаашьа. Ишаҟаразаалак аԥсуеи ақырҭуеи ҭҵаарадырра иазкыз аизҟазаашьа акы даламцәажәаӡеит. Угәы иҭоузеи ҳәа иазҵааит ҩынтәхан, аха акгьы даламцәажәеит. Усҟангьы хықәкыс ишьҭихит аԥсуа ҳәынҭқарра аҿы аԥсуа бызшәа, аҳрауа, аԥсуа уаҩы аԥшәмара ныҟәиго дыҟазарц азыҳәа. Иара ирҵаҩцәа Шьалуа Инал-иԥа, Гергьзи Зариа уҳәа иабжьыргоз ала амҩа данылеит ахаҭахьытцәа рԥсҭазаара, рдунеи, рҳәынҭқарра ашьақәыргылараҿы иашьа ҭызҵаауаз уаҟа ибарҭахеит иарбанзаалакгьы ихадоу аус аҿы ажәлар рыбӷа умазароуп, ажәлар ргәы иҭоу удыруазароуп, ажәлар ирҭаху удыруазароуп, ажәлар рхьаа ухьаазароуп. Убысҟаноуп аҳәынҭқарра ургылартә аныҟала. Репортаж с круглого стола Владислав Ардзинба и независимость Абхазии смотрите в рубрике «Амш Ахтес». Партия Амцахара поддерживает вектор инициативы, действий руководства страны и впредь готова участвовать в жизнедеятельности государства. 16 августа состоялось заседание Президиума политической партии Амцахара. На нем было принято решение о разработке и принятии документа, где будет прописан ряд вопросов к властям страны и запланирована встреча с руководством Абхазии. Участники заседания рассмотрели вопросы, связанные с текущей экономической ситуацией в стране, качеством жизни граждан. В рамках заседания Президиума обсудили решение члена Президиума партии Амцахара Алхаса Квециния оставить пост главы администрации президента. Высказывались мнения, что подобное решение им было принято осознанно и не исключено, что на то у него были причины. Выступавшие на президиуме отмечали, что амцахаровцы, как и руководство страны, чувствуют и свою ответственность за все происходящее в стране. Анализируя итоги проделанной работы новых властей, президиум обратил внимание на то, что приход нового руководства
пришелся на непростое время, усугубленное распространением COVID-19. Участники заседания обратили внимание на то, что нельзя отрицать очевидного, и уже руководством страны немало сделано из того, что планировалось, но еще больше предстоит сделать. Отсутствие мотивации – основная проблема. Государственная молодежная политика «Круглый стол» под таким названием состоялся в конференц-зале Национальной библиотеки. Главные спикеры – представители молодежной организации «АПЕПШ», организатор встречи РОО «Абхазское народное движение». О том, что сегодня волнует молодежь, рассказывает Анастасия Никонова. На круглом столе, посвященном государственной молодежной политике, представители молодежной организации «АПЕПШ» выбрали 4 основных вектора. Перспектива сохранения абхазского языка, развитие потенциала творческой молодежи, самоуправление в системе образования и проблемы молодежной политики и пути их решения. Модератор круглого стола Саид Куланба напомнил участникам основные положения закона о молодежной политике Абхазии. А вообще, что такое государственная молодежная политика? Начнем с этого. Как гласит сам закон, который был принят еще в 2010 году, это государственное направление, целью которой является создание социально-экономических, политико-правовых, организационных условий для социального развития и наиболее полной реализации творческого потенциала молодежи. Что же это означает? Это означает то, что государство обязуется проводить определенные программы, механизмы для развития молодежи, для адаптации молодежи. Что это за программы? Давайте приведем пару примеров. Например, это государственная поддержка молодых семей, выдача молодым семьям жилья, государственная поддержка талантливой молодежи, это создание различных площадок для реализации потенциала молодежи. Вот если мы посмотрим саму работу, которая проводится, то возникает вопрос, где, собственно, эта сама государственная молодежная политика. Представитель молодежной организации «АПЕПШ» Сария Хашик коснулась проблем сохранения абхазского языка. По мнению девушки, эта проблема актуальна в обществе, ей посвящены круглые столы и встречи, но государственный язык по-прежнему на грани исчезновения. Ира апсу бесшай курхараздара, уи апсу милата хатанак твизаги, хараица хсейпшуаков, харая хойта хучи, данила, гирабхадзинар гылана, айвнад чажула рубха, ян длачажула рубха. Яшу бхарада у айвнатакун биупуи шалагу, анайса худьбахча, школ, ира университета ума. Урт загидер архатунар арцойдаха, ира школ мацараги, хучи бесшай химзахто, авидзира унза изартепш ацхрара инатадзум. Уи заги ицизепшна айвната школ, ухазаги и пшизаруб. Хара уже хаб андах кузар, ларал хучил хату бесша, апсу бесшей ларцой, аха ахучил нуден тыцна денисхалаги, ларан инулбалаги, ахунткара, авидзара ирахунткара, бесша, умага хархора, шаму маделнулбалаги, лара дисхуцар алойд, нас хучи апсу бесша, изита хой бесшала дисчажой, ира авнатадаги, ахунткара джауса хархора, амадзамха лхар алойд. Убри анписа раскуан гарала, яха брия проблема яхамо. Ала чавера мацаракум ко яла гала топ яра хунткарат механизм ко яра хунткара хада рабхид наргылана уишта нева яра ауспорта ко хунткарат успорта корджиха валай апсу бесша вахаозеру бичажу зербадыр мацаре язхадзом нас хаблаги хучи не халаги ерги дисхуцвит изахта хузинас хату бесша уяла чким чажу заргера. У вас хочила яла гала топ яра школа чома царума, яра телехубшра чома, хаблагис, баша чажу ракум ковошта хала гана, хазик хайд галана, яра псу яжу гиялу, завихари быста, да яра дукви запшуп хауса гузар насхала гаповошта чажу мацаракум кое вообще машича ква ацара. О проблемах развития творческой молодежи говорила представитель АПЕПШ Амина Арзанба. По ее словам, основной негатив – отсутствие мотивации. В нашей стране мало профессионалов. Многие с высшим образованием считают, что в нашей стране, грубо говоря, нечего делать, объясняя это тем, что у нас низкая заработная плата, отсутствуют рабочие места, аренда зданий очень дорогая. У нас есть мастера своего дела, но, к сожалению, многие из них уезжают за пределы нашей Родины.
Также отсутствуют или плохо развиты творческие проекты, различные мероприятия, конкурсы. Существует несколько способов развития творческого потенциала молодежи, такие как формирование мотивации молодежи к участию в различных образовательных, творческих, социально значимых проектах, информирование о наличии возможности участия в таких проектах, участие молодежи в городских и международных программах, конкурсах, поддержка молодежных организаций и молодежных объединений, внедрение системы творческих программ, спортивных мероприятий, конкурсов по профилям деятельности и интересам молодежи, популяризацию успехов молодежи в стране. О путях решения проблем молодежной политики рассказал Нестор Касланзе. По мнению молодого человека, развитие этой отрасли в первую очередь зависит от поддержки государства. Учитывая, что закон о государственной молодежной политике от 2010 года не поддерживается соблюдению со всех сторон, нашей целью для начального развития государственной молодежной политики является порядок и контроль в соблюдении закона о государственной молодежной политике от 2010 года. Также нам нужен механизм включения молодежных программ в государственные программы, планы бюджетирования. Нужно средства, то есть мониторинга развития молодежной политики. Для этого непосредственно создается координационный совет. На начальном уровне должен быть сформирован координационный совет с участием привлеченных структур, а также ключевые активные группы, в состав которых входят также лица от этих структур. То есть что это означает? Развитием государственной молодежной политики должны заниматься не только профилирующие ведомства, как Государственный комитет по делам молодежи и спорта, а также другие структуры, как и все министерства, Министерство образования, Министерство внутренних дел. Каждое министерство должно иметь свою ключевую активную группу по развитию молодежной политики от ее лица. Выслушав представителей молодежной организации ПЕПШ, член Высшего совета Абхазского народного движения Саид Бей отметил, что проблем в молодежной политике множество. Год назад я решил провести такой мини-опрос небольшой, чтобы понять мои опасения. Они подтверждаются или нет в части молодежной политики. Я бы хотел обратить внимание на следующие показатели. Более 1000 человек было опрошено. 62% из опрошенных в наибольшей степени они сказали о том, что они нуждаются в помощи при трудоустройстве. Значит, у нас на первом месте стоит проблема трудоустройства. Да? 43% ждут поддержки молодых семей, 38% нуждаются в помощи на получение жилья и субсидий, 31% организации спортивных и досуговых мероприятий, 27% нуждаются в помощи в трудной жизненной ситуации. Это тоже серьезная категория людей, они выпадают. Понимаете, они в социум не встраиваются, они не являются помощниками в строительстве нашего государства. Да? Наоборот, они нуждаются в помощи. Эти моменты мы, наверное, частично учитываем. 78% считают, что возрос рост потребления наркотиков. Это о чем говорит? Это говорит о том, что мы выходим с вами на улицу, и мы встречаем, наверное, через раз человека зависимого. Это наш бич, это наша проблема, это беда наша. Мы с этим сталкиваемся, но какую работу в этом отношении мы проводим, пока неизвестно. Саид Бей также подчеркнул, что будущее в руках молодого поколения Абхазии, и оно в силах изменить ситуацию в лучшую сторону. Анастасия Никонова, Саида Гухава, Абаза ТВ. В Сухуме состоялась презентация аудиокниги на абхазском языке романа Баграта Шенкуба «Последний из ушедших». Произведение озвучил заслуженный артист Абхазии Темраз Чамагу. Общая длительность более 20 часов. В скором времени аудиокнига бесплатно будет доступна слушателям на всех платформах. Применение современных технологий – это одно из главных достижений 21 века, так как их правильное использование позволяет достичь важных целей, в том числе популяризации и развития абхазского языка, уверены организаторы. Для всех присутствующих на экран был выведен QR-код, по которому можно было перейти к прослушиванию.
Сара аурус школ салгит псышила стражут аха апхера крысчуды. По центрах сара юн пехонту аурус школа сапхи туязы со сходцу на припсышила хучикисчуды по сосепши огяварцуды юп нас сходит аую ин яхой бзины и лика от нас апсо быстрала дочакала и лука от избанок зерцак дочакала и потоп. Уязы хасходсон на царе пандемии генерала яхай аварцуны интернет хасабала и ресурс курхуядр ходиалагит нас из ирбоги рахоги апсура язана когер арбартахон криводен яхшарца технику губ из банок зари узду параманги дуб уз нас яра крастаску усуп хараза апсу аважлор захна хинкара захна уязы уз ибзины хазам зурги хтахзамс ибзины хатабзир حركني аларс хтахон ари апснама царакум харах диаспора и отрптула и агертен апелок юге дерзухен из банок зер ирту дейзер апхера ин рахой хайбзины гнуркот хагухот нас ари iTunes на Яндекс Музыка на Spotify на худапсада авазике изнер алот иззур алот ари асидуна вахазам царги алотаха згуана гарала ари чрпштыгоси алот абсобсша арчара усадзволо харацужхет избахедерги епшна карцар тохоп ха згухот ари актуя шача нас яцахцот харахакумко агерги хайцна хайцхрани ахцот избанок зер ари узду аварзхна их уяха вотокум я ашукскояйоги архоедурхот ха згухот. Репортаж с презентацией аудиокниги «Последний из ушедших» смотрите в рубрике «Амш Ахтес». Международную летнюю школу «Учитель года» открыло Министерство просвещения и языковой политики в городе Гагра. Школа работает с 15 по 18 августа по 5 направлениям: дошкольное образование, начальная школа, филология, математика, биология, химия. Это мероприятие – дискуссионная площадка и одновременно школа развития для учителей. Основная задача – знакомство с передовыми научными достижениями, педагогическими методиками, современными образовательными технологиями и возможностями их применения. Участники мероприятия – преподаватели, воспитатели и методисты общеобразовательных учреждений республики. Добрый день, уважаемые гости и работники образовательных учреждений. Приветствую вас. Мы рады сообщить, что именно сегодня, 15 августа 2022 года, Международная летняя школа «Учитель года» распахивает свои двери для всех вас, кому не безразлично будущее нашей страны. Уважаемые участники, гости, организаторы сегодняшнего мероприятия. Мы рады приветствовать вас и от лица посольства Российской Федерации, и от лица Россотрудничества, и поздравить вас с открытием Международной летней школы «Учитель года», которая проходит в гостеприимной и солнечной Абхазии. Исторически сложилось так, что на протяжении многих десятилетий Россия и Абхазия была рядом и в радостные дни, и в тяжелые годы. Сегодня, когда прошло 30 лет со дня начала Отечественной войны 1992-1993 годов, в Абхазии отмечают День защитника, памяти защитников Отечества и День добровольца. Среди тех, кто защищал народ Абхазии, были добровольцы со стороны Северного Кавказа и других регионов России. Поэтому сегодня важно об этом помнить и учить подрастающее поколение на основе лучших историко-культурных и образовательных традиций наших народов. Представительство Россотрудничества в своей деятельности особое внимание уделяет гуманитарному сотрудничеству в сфере образования. Сегодня важно способствовать созданию коммуникативной среды для образовательных инициатив и проектов. Примером этого является инициатива проведения Министерством просвещения и языковой политики Республики Абхазия Международной летней школы «Учитель года», в ходе которой учителя Абхазии смогут познакомиться с лучшими методиками российских преподавателей, которые в рамках года являлись победителями и лауреатами всероссийских конкурсов «Учитель года». Вас ждут интересные увлекательные мастер-классы, семинары, лекции, дискуссии от лучших учителей России. Все интеллектуальные образовательные мероприятия, участниками которых вы являетесь, будут способствовать открытию новых возможностей для повышения качества образования. Уверен, что Международная летняя школа пройдет в конструктивном и созидательном ключе.
Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в августе 2022. Пенсионеры, родившиеся до 1940 года, получат пенсию 17 и 18 числа. Те, кто родился в период с 41 по 47 годы, получат пенсию 19 и 22 августа. Граждане, родившиеся в период с 1948 по 50 годы, получат свои выплаты 23 и 24 августа. А гражданам, родившимся в 51 по 53 годы, выплатят пенсии 25 и 30 числа. Пенсии гражданам, родившимся с 1954 по 56 годы, выдадут 31 августа и 1 сентября. Все, кто родился в 57 и позже, получат выплаты со 2 сентября. С августа 2020-го пенсионеры получают российскую пенсию не на банковские карты, а только в кассах Сбербанка и других коммерческих банков. И снова об армии 2022. Ординаторы военно-медицинской академии Камила Когония, офтальмолог Аслан Кацба, сердечно-сосудистый хирург и Лана Будба, курсант 3-го курса, вошли в состав делегации, представляющей нашу страну в Санкт-Петербурге на военно-медицинской эстафете. 14 августа на базе военно-медицинской академии в Красном Селе состоялось торжественное открытие международной военно-медицинской эстафеты в рамках международных армейских игр «Армии-2022». В этом году в международных соревнованиях военно-медицинская эстафета принимают участие 16 команд со всех концов света. Спорт. Элкан Гвоздава примет участие в турнире по тяжелой атлетике в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов России. Соревнования пройдут с 25 по 29 августа в Москве. На помост выйдут сильнейшие тяжелоатлеты России, отобранные по рейтингу по итогам Кубка чемпионата России, первенства России среди юниоров и юниорок 15-23 лет, состоявшихся в 2022 году. Элкан Гвоздава выступает в весовой категории до 61 килограмма и представляет Республику Татарстан. Абхазский спортсмен учится в Казанском училище Олимпийского резерва, тренируется под руководством Марата Мадиярова. Ранее тренировался в Колдахварской школе-интернат в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба. В завершении о погоде. В среду 17 августа в Абхазии небольшая облачность, жаркая погода без осадков, атмосферное давление пониженное, температура воздуха ночью от 20 до 25, днем от 29 до 34 градусов, температура морской воды 27 градусов. На этом пока все. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.